Чао! Друзья, сегодня поговорим об одной теме, очень распространенной в принципе, но она обсуждается только на продвинутом уровне. Тема наша сегодняшняя называется множественное число родительного падежа тех существительных, у которых там окончание «и». Znači, danas govorimo o genitivu množine, imenica koje imaju nastavak «и». Родительный падеж мы называем генитив, вы это уже, наверное, знаете. И также, наверное, уже обсуждали его окончание. Вот, здесь я постараюсь привести вам несколько примеров тех существительных, которые в этом случае имеют окончание «и». То есть обсуждаем родительный падеж множественного числа, генитив множины, существительных с окончанием «и». Начнем с некоторых слов мужского рода. Например, вы, наверное, уже когда говорили о времени и когда спрашивали, который час, заметили, что там у нас 1 сат, 2, 3, 4 сата, но 5 и больше, 5 сати. Вот, сат здесь в родительном падеже множественного числа имеет также окончание «и». Значит, сат, сати, месец, месеци, 1 месец, 2, 3, 4, genitiv jednine meseca, 5, 6, 7, 8 meseci. Также волт, например, koliko volti. Zatim par. Par как пара. Например, ovo je jedan par čarapa. Ovo je jedan par čarapa. Par čarapa. Ovo je nekoliko pari čarapa. Znači sat, sati, mesec, meseci, volt, volti, par, pari. Stepen. Koliko je stepeni danas? Stepen, gradus, сколько градусов сегодня, koliko je stepeni danas. Dakle, 1 stepen, 2, 3, 4 stepena, 5 и больше степени. Окончание «и» в данном случае также имеют те существительные женского рода, которые в именительном падеже не имеют окончания «а». Допустим, ствар – вещь. Ствар je ona – это она. И здесь будет nekoliko stvari, не nekoliko stvara, nekoliko stvari. Ночь – также она, nekoliko noći, например. Реч – слово, также женского рода у нас, реч je ona, dakle nekoliko reči, ne reča, reči. Ствар, реч, любовь, хотя любовь мы не используем во множественном числе, но здесь правило было бы такое же. Значит, те слова, которые в именительном падеже не имеют окончания «а», но на самом деле они женского рода, в данном случае тоже будут заканчиваться на «и». Nekoliko stvari, nekoliko reči, nekoliko noći и tako dalje. Отглагольные существительные с окончаниями «ня» либо «ба» тоже в данном случае имеют окончание «и». Допустим, борба, борби, молба, молби, а также патня, страдание, например, патни, или сметня, помеха, сметни. Там также будет «и». В некоторых случаях даже с окончанием «тка», допустим, честитка, поздравление, да, честитка тоже в данном случае имеет окончание «и». Хотя там может быть окончание «а», но так как здесь беглое «а» есть, честитка, nekoliko čestitaka, возможно, и не является неправильным вариантом, но все-таки лучше говорить nekoliko čestitki. Существительные женского рода, обозначающие национальности, либо профессии, которые заканчиваются на «к», также имеют окончание «и» в родительном падеже множественного числа. Посмотрите, холандянка, nekoliko холандянки, итальянка, nekoliko итальянки, словенка, словенки, румунка, румунки, а также шминкерка, это визажист, nekoliko šminkerki, frizerka, nekoliko frizerki, kozmetičarka, kosmetolog, na primjer, nekoliko kozmetičarki.
Значит, не разбиваем согласные, не будет неколико козметичарака, фризерака и так далее. Здесь также будет окончание «и». Неколико фризерки, козметичарки, неколико масерки, можно масерка, масерки. Также есть вариант профессорица или профессорка. Если там профессорка, тогда неколико профессорки. Значит, те существительные женского рода, которые заканчиваются на «к», а обозначают профессии либо национальности, тоже имеют окончание «и» в родительном падеже множественного числа. В тех случаях, когда основа заканчивается на «ст», «зд», «шт» либо «шт», конечно, вы это не будете все запоминать, но хотя бы запомните слова. В конце вы можете просто сделать список всех этих слов и как-то запомнить, что там в родительном падеже все-таки будет «и», чтобы не запоминать, если это слишком сложно для вас такие описания. Вот, но, значит, в данном случае, допустим, с основой на «зд» звезда, звезда, неколико звезди, vrsta сорт или вид, vrsta, также неколико vrsti, gošća, gost i gošća. Gost je on, gošća je ona, nekoliko gošći, lasta, lastička, nekoliko lasti, bašta, sad, nekoliko bašti, допустим, gazda, хозяин, nekoliko gazdi. Значит, здесь также будет окончание «и». А также некоторые слова, в основном краткие слова, такие как, допустим, лопта, мяч, лопта, лопти, торта, торти, лампа, лампи, например, елка, елки, химна, гимн, химни, гайба, гайба пива, например, ящик пива, неколико гайби пива. Там тоже будет окончание «и». Но цигла, кирпич, допустим, там будет цигала, там уже разбиваем. Или мачка, мачака. Итак, чтобы не очень сильно думали о том, что там в основе находится и так далее. Допустим, для меня очень простым было запомнить, что там профессии, национальности на «к», допустим, заканчивается на «и». Но уже, когда говорим об основе слов и что там происходит, это уже, конечно, сложновато. Поэтому просто постарайтесь как-то сделать список и запомнить те слова, которые в данном случае имеют окончание «и», и не будете ошибаться. Также есть так называемые дублетные формы. Это значит, что оба варианта, и вариант с окончанием «а», и вариант с окончанием «и» являются правильными. Так что, в принципе, конечно, иногда мы как-то более предпочитаем один из этих вариантов, но и так правильно. Такие слова, допустим, палачинка, блинчик. Мы можем говорить палачинка, а также палачинки. Здесь, возможно, лучше палачинки, или, возможно, просто я привыкла к такой форме слова, но, в принципе, и так правильно. Также вариант, да, у нас это она, варианта, неколико варианти, правильно, а также неколико варианата. Или загонетка, загадка, неколико загонетки, а также неколико загонетака. Значит, в принципе, здесь и так правильно. Можете выбирать форму, какую хотите. Бонус. Всего 3 слова у нас в родительном падеже множественного числа имеют окончание «у». Рука, неколико руку, нога, неколико ногу, слуга, неколико слугу. А также там 6 слов с окончанием «ию». Очи, очию, прсти, прстию, ногти, ноктию, уши, ушию, кост, костью, а также гость, гостью. Друзья, надеюсь, что это вам помогло или хотя бы немного облегчило изучение нашего родительного падежа, генитива. Удачи вам! Как всегда, все ваши вопросы пишите в комментариях, там их будем обсуждать вместе. Хвала вам и видимся ускоро. Ćao!